Всем привет, с вами смарт-библиотека 203, и мы находимся в гостях у наших дорогих соседей детской школы искусств номер 2 города Якутска. И сегодня мы расскажем вам о деятельности детской школы искусств. С нами преподаватель фортепианного отделения ДШИ и Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия Карманова Евдокия Семеновна. Также ее ученица Попова Лилиана. Поехали! Добрый день! Сегодня мы покажем с Лилианой, Попова Лилиана, первый класс, сыграем штейбель Адажио. Давай начнем. Руки взяли. Так, стоп. Давай-ка взяли ручки, потом с дыханием. Да, Лилиана? Давай. Вот. Слушаем окончание. И крещендо чуть-чуть распеваем. Ну, еще раз здравствуйте, Евдокия Семеновна. Расскажите, пожалуйста, о деятельности детской школы искусств. Детская школа искусств, вот мы уже работаем уже 44-го года, 43-го года. Это вот детская школа искусств. А так в республике 85 детских школ искусств. Но если рассказать о нашей деятельности нашей школы, то вот в мае месяце, в конце мая обычно мы проводим отбор, то есть новый набор набираем детей, но в связи с пандемией, вот с эпидемиологической ситуацией, перенесли на август месяц. И пользуясь вот случаем, мы хотим вот известить наших родителей, населения, что у нас поступило около 800 заявлений на этот год, на будущий, то есть, и будем набирать детей, проверять в августе на 1 неделю целую. Ну, если сказать, значит, о учебном процессе, то у нас дети обучаются по 2 программам. Это федеральное гостребование у нас, ФГТ. Есть, значит, общеразвивающие и предпрофессиональные. То есть общеразвивающие это сроком от 3 до 7 лет,
А предпрофессиональное это строго у нас 8-9 лет. И те дети, которые более музыкальные, талантливые, одаренные, они продолжают, заканчивают нашу школу и продолжают. Вот эти дети у нас обучаются по предпрофессиональной. Но, естественно, эта программа очень, ну, как Интенсивно. интенсивно, да, идет. Вот. Именно а, нацелена на поступление в вузы и в СУЗы. Музыкально. Да, музыкальные. Вот. И дети у нас, значит, в неделю по специальности у нас есть, значит, музыкальные инструменты. Это фортепиано, баян, народные инструменты, аккордеон, гитара. У нас фольклорное отделение. Вот. У нас хореографическое отделение. Есть, у нас нет вот художественного класса, к сожалению, у нас только именно музыкальные, да, инструменты. Вот. Есть у нас скрипка, то есть струнные инструменты, скрипка и виолончель. А можно вам задать самые такие распространенные вопросы вот родителей, да, когда они хотят отдать в школу искусств своих детей? Вот со скольки лет вообще набор? Да, набор у нас, значит, 6,5 лет. Это по ФГТ, федеральным гостребованиям. Но на общеразвивающее, как я вот говорила, можно с 7, 8, 9 лет. А, допустим, с 10, с 11? С 10 даже так можно. И вообще вот общеразвивающие программы, они чем хороши, тем, что если вот ребенок, да, у нас в 6,5 поступает, и через, например, да, 7-8 лет, и ребенку-то еще в 7 классе заканчивает, да, например, ага, и дальше он может поступить, продолжить, да, на общеразвивающий, например, да, с фортепиано вот закончил и перейти на другой инструмент. Есть хоровое у нас, я забыла, хоровое отделение. А бесплатно или же платно, или же и то у вас есть? Ну, у нас муниципальные, то есть бюджетные места у нас очень мало. А вот с этого года мы хотим на платные образовательные услуги и поступить на платные. То есть можно и на бюджетный конкурс пройти, Да, и также можно на платный. Хорошо. А со скольки школа работает и вообще как она связана с общеобразовательной школой, потому что ребенок же все равно в общеобразовательном учреждении учится, да? Как вот это все работает? Ну, режим у нас, да, нашей школы это с 8 утра до 8-9 вечера. Вот. Ребенок двухсменная школа, то есть в 2 смены могут приходить, дети приходят. И в неделю, например, они у нас 5-6 часов могут. То есть это в неделю по специальности 2 раза обязательно ходят. И теоретически, значит, 2-3, 2,5, 2 и 2,5. И хор у нас. Вот такие вот предметы. А сколько вот у ребенка занимает времени занятие музыкой вообще в общей сложности, вместе с выполнением домашнего задания, вместе с преподавателем, вместе с концертами и так далее? Да, ну тут вот, конечно, 45 минут. У нас час. Академический час у нас 45 минут. Потом ребенок должен заниматься самостоятельно. Но есть дети, которые по часу занимаются. И, конечно, требуем, чтобы хотя бы по 2 часа в день. Каждый ежедневный труд это занятие музыкой. Охотно ли дети вообще приходят, занимаются? Да, охотно поступают вот в 1 класс, детишки у нас как бы с радостью, да, приходят, ну, потому что требования такие, ну, маленькие, да, как будто бы... Щадящие. Не щадящие, а произведения такие вот, ну,
Попроще. 4 там такта Ага. и все вот, да. Мгм. А потом-то Вот программа, когда вот да, программа уже усложняется, потом усложняется, дальше уже начинаются произведение. проблемы. И начинается у нас "не хочу" и так далее. Ну, мы все вот преподаватели, мы все через это проходили. Естественно. Ага. Но это все зависит от родителя. Вот родители наши первые помощники, это наши родители. Вот кто понимает, ну, родитель, который понимает, конечно, у того ребенок как-то больше получает знаний. По сути, музыка и вообще детская школа искусств занимается вырабатыванием у детей, развитием трудоспособности, Да, усидчивости, обязательно. дисциплине, Ответственности, ответственности. дисциплина, теперь трудолюбие, вот это вот. И такие качества. И, ну, я работаю-то уже 40 лет вот в детской школе искусств. И у меня очень много учеников уже и музыкантами, и ну, известные специалистами стали. И вот с ними мы, конечно, вот так вот начинали. И всегда я вот, пользуясь случаем, опять-таки хочу поблагодарить наших родителей. Вот благодаря им дети, конечно, достигают большего. А если родитель отдал и в школу, у нас конкурс большой проходит, не просто так, и даже не интересуются, те дети, конечно, также у нас сразу или уходят, но мы стараемся, чтобы не уходили. Ага. Ну вот благодаря вот этой общеразвивающей программе мы стараемся перевести ребенка. Если он не может по фортепиано, мы переводим его на хоровое отделение или фольклорное, вот То так есть вот. все очень гибко. Очень гибко. Поэтому, ну, сейчас вы как все, вы, ну, знаете, да, в Японии вот мы с преподавателями, да, проходили курсы повышения квалификации. В Корею 3 раза вот ездили. И там вот нигде нету такой вот бесплатной школы, к сожалению. Все платно. И все родители отдают детей. Почему? Для того, чтобы получить достойного человека в обществе, они понимают и вот отдают платной школе дети. И школа, вот, да, общеобразовательная школа, для этого создает очень хорошие условия. Вот если есть вот в Корее, да, в средней общеобразовательной школе, например, народный оркестр или какой-то там хор, да, например, им больше бюджетных денег финансируется. Понимаете? И обязательное требование общеобразовательной школы — это ребенок должен получить, ну, должен играть, то есть играть на любом инструменте, на одном. Вот, Это плавно требование. переходя к теме вообще вот этого всего нашего видео, у нас вот проект совместный, да, с вами, Да, получается, Синергия ЦБС, вот, совместно с детской школой искусств. И здесь, конечно, вот вы упомянули о Корее, да, что Да. там общество понимает это. А у нас как-то, может быть, и понимает, но не в той мере, в которую, Не в полной да, не мере, в полной мере. Мгм. И тут наш первый президент республики Да, Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев создал проект «Музыка для всех». Что вы можете рассказать об этом проекте? Ну вот по проекту «Музыка для всех» мы уже работаем, уже провели несколько вот этих конгрессов прошли. У нас вот теперь в данный момент работа идет о создании 9 кластеров. Что это такое? Это значит по улусам, да, разделяем, и, ну, получается, как вот центры, вот, городской, например, да, Анабарский, вот по улусам, и получается 9. Почему? Потому что
Вот особенно вот Михаил Ефимович всегда говорит, ребенок не должен вообще отдыхать, без дела не ходить. В летнее время вот 3 месяца у нас дети отдыхают, да, ведь? А вот опять-таки пример, да, вот Корея и Япония, у них только 2 недели отдыхают дети. И то в летнее время, и когда очень холодно, вот в январе, да, получается, по 2 недели. А у нас получается 3 месяца. Вот чтобы дети просто так не болтались, так сказать, да, вот мы, значит, проводили творческие летние школы. И вот наши преподаватели приедут. Вот, например, мы охватили северные улусы. Северные, это в Жиганске мы проводили. Вот на 2 недели дети у нас обучались, ага, которые вообще не играющие, вообще нот не знающие, они у нас потом в конце проводим конкурс. И вот на конкурсе они играют. Вот. Вот эти летние творческие школы у нас, значит, должны проводиться. А в новогодние каникулы? В новогодние у нас вот пример такой, что мы ездили вот в ноябре месяце, ноябрьские каникулы проводили в Тиксе. Тоже вот такую творческую школу. Но это не летняя, это называется просто творческая школа. Музыкальный Тикси, музыкальный Булун, например, булунский. Вот. И вообще, конечно, если ребенок, это не только вот игра на музыкальном инструменте, это не просто так интеллектуально, да, развивается и ребенок, а это еще здоровье. Ну, все мы знаем, что мелкая моторика это вот как раз здесь. У меня даже вот в моей практике ребенок, девочка, да, она поступила вообще никакая, то есть профнепригодная. Но вот она обучилась, теперь она еще преподаватель детской школы искусств. Ничего себе. Да. Здорово. Угу. Ну и спасибо большое за ответы. Хочется, чтобы вы сказали прямо на камеру обращение к нашим читателям, к нашим посетителям, к родителям. Какое-то обращение. Ага. Ну, дорогие наши родители, наше население, мы приглашаем вас, то есть ваших детей, мы детей приглашаем в нашу детскую школу искусств. В нашем городе 2 музыкальных школ, детская школа искусств номер 1 и номер 2. Вот в эти школы приглашаем, чтобы дети к нам поступали, для того, чтобы, ну, получить чтобы дети наше будущее было продвинутым, надо обучать детей музыке. Спасибо. Спасибо большое, Евдокия Семеновна. До новых встреч. Ну а мы, в свою очередь, приглашаем вас в нашу смарт-библиотеку 203. Мы, как я уже говорил, находимся по соседству с детской школой искусств номер 2, прямо в одном же здании. Записывайтесь на наши курсы, также на мои курсы музыкальные, тоже по игре на укулеле. Всем здоровья, всем пока.